Фестиваль «Танцуй, пой, моя Россия, моя Абхазия» является международным этапом 8-го фестиваля народного и сценического искусства «Танцуй, пой, моя Россия». Сегодня, конечно, здесь особая атмосфера, особое отношение, тем более такой замечательный театр государственный, Абхазия, такая страна прекрасная, что, в общем, конечно, мы волновались, но хозяева нас потрясли. Я была просто потрясена хозяевами и пением, и танцами, и музыкой. Это что-то потрясающее. Артистка осталась под хорошим впечатлением от приезда в Абхазию. Она здесь не впервые. Знаете, я влюблена в Абхазию. Это не я первая и не я последняя. Я 3 года назад была здесь. И как сейчас я посмотрела, просто расцветает Сухум, расцветает Абхазия. Вот. И обязательно следующим летом приеду отдыхать сюда. К участию в фестивале приглашались профессиональные и полупрофессиональные коллективы народного и сценического искусства по направлениям вокал, хоровое пение, танец, инструментал, военно-патриотическая песня. Коллектив, который показал национальные абхазские инструменты. Это потрясающе, это фантастика. Вот редко когда встретишь этот называемый живой звук, без микрофонов, на авансцене. И мы увидели эти потрясающие инструменты, это великолепное звучание. И когда еще девушки запели, и это, конечно, просто было полное единение. И когда они спели на абхазском, а затем на русском, вот это единое наше пространство культурное России и Абхазии, тому подтверждение. Никто никого не заставлял. Артисты сами вышли и это сделали. Действительно, такое получилось единение двух культур, такой совершенно потрясающий энергетический заряд сегодня произошел, когда объединились и зал, и сцена, были на одном дыхании. В этом году вышли с инициативой наш генеральный продюсер Айдар Шайдуллин для того, с тем, чтобы проводить еще международный этап. И вот сегодня первый международный этап. В первый раз в истории фестиваля прошел международный этап. Даурукова отметил, что статус международного фестиваля получил именно в Абхазии. Любое культурное событие, которое происходит, оно всегда имеет очень важную под собой основу. То, что мы сегодня видели на сцене, это не просто гала-концерт. На самом деле это то олицетворение, о котором мы всегда говорим, связанное с дружбой между народами Абхазии и России. На самом деле сегодня мы видели вот это вот многообразие и красоту наших народов. И сам факт того, как реагировал зритель, наверное, это самый главный показатель того, что искусство, которое мы увидели на сцене, оно состоялось. Такого рода мероприятия, они являются именно той цементирующей основой, которая для наших культур, для наших народов является очень важной. Участие в мероприятии принимали 250 артистов и творческих коллективов из России и Абхазии. На сцене помимо профессиональных государственных коллективов выступали и любители. По итогам гала-концерта экспертный совет фестиваля определил победителей международного регионального этапа. 2 коллектива из Абхазии, которые в декабре этого года на гала-концерте выступят вместе с лучшими академическими госколлективами России и звездами сценического искусства в Государственном Кремлевском дворце в Москве. А в числе победителей детский ансамбль «Афортын». Я не ожидал, что мы можем выиграть поездку в Москву, особенно выступление в Кремле. Когда мы получили приглашение, мы начали, естественно, готовиться к этому фестивалю. Детям сказал, что такой фестиваль, вы должны себя проявить на хорошем уровне. И вот мы сегодня приехали, выступили, жюри оценили нас, выбрали, сказали, что мы поедем в Москву. Ну, неожиданно было, дети обрадовались, я сам обрадовался, можно сказать так. Было очень круто, и организация, в общем, в целом, на уровне все организовано, красиво, и сам концерт, в общем, на высшем уровне проведено. Спасибо хочу сказать организаторам. Также фестиваль включает в себя обширную образовательно-просветительскую программу, которая проходит под девизом «Лучшие мастера сцены региональным исполнителям». Всероссийский фестиваль народного и сценического искусства «Танцуй, пой, моя Россия» проводится с 2017 года и на данный момент является крупнейшим фестивалем народно-сценического искусства в стране и единственным, финал которого проходит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Айдар Шайдуллин отметил высокий и достойный уровень подготовки абхазских коллективов. Также он упомянул, что его радует тенденция к исполнительскому искусству, особенно в области народно-сценического танца. Фестиваль рос, развивался, и мы с коллегами пришли к выводу, что нужно проводить региональные этапы и проводить именно вот эту вот консолидацию в виде
некоего конкурсного соревнования между коллективами. Но эти коллективы, зачастую самодеятельные коллективы, полупрофессиональные коллективы, они выходят на одну сцену с профессионалами. И, конечно же, тоже вот этот вот огромный опыт получают, сценический опыт. Мне очень приятно, что сейчас, на сегодняшний день, очень много детских коллективов занимаются народным искусством. Фестиваль восходит к опыту декад национального искусства в СССР, возрождает и переосмысливает его на новом этапе развития. Такие мероприятия – очередное доказательство дружественности между Россией и Абхазией. Аэлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.